Состоялось первое заседание сессии парламента 7-го созыва. Оно проходило в Большом зале Кабмина с участием президента Аслана Бжани, премьер-министра Александра Анкваб, вице-президента Бадры Гунба, представителей власти, глав министерств. Были приглашены генеральный прокурор, представители судебной власти, главы городов и районов, представители духовенства и Совета старейшин, а также депутат Госдумы России Константин Затулин. В соответствии с Конституцией Республики Абхазия до избрания спикера парламента Народного собрания первую сессию вновь избранного парламента ведет старейший по возрасту депутат. Таким оказался депутат Фазлыби Авицба. Ими писалхраква, ми писит абсолютно конституции, а закон кой индрукошен. И рубаски влар бжарапи, а демократия принцип кой норма кой азгуатан. Ими писалхраква, айла гароха агирмацамис. Алхраква эчкан ахракара дудз зму авизраганза. И табуб харас хурстахуб. Абриал хракуменшалане ими писразм. Айчкара духаззаз. Заграбхадзе регулана. Апсна айхадов ахратып а комиссия ялохозеги. И рубас округ курджа. Алхратып курджа. Авус адазозеги табуб хашасху. Чуц ялху. А депутатша резала абжбет байла тарача. И хабык я хасабла. Купсикл истахуб. И шедесн холос чуц ялху депутатша. И хабык я хасабла. Ари яцу атап хукрука. Дарадза и хараку. И все гашуй. А вчера бзиеко. Шнапы злашка завусача. И сымша аман шаларашисрас. Убаски истахуб ших зала. Хатарского депутат чуц ялху. Афмепя эйзара. А депутатша ялохоз табуб харасхуэц. Хошук сарабжара, игрца завус маджзам. И табуб сшукухшуб. Аринахас кишапха ишту ауску дара зирашуб. Шнапыз лашым козалгиша хымцо залаги, акчара бзина шимана, амта бзия аншеша пиша. Уважаемые депутаты, на основании всеобщего равного прямого избирательного права посредством тайного голосования избраны 33 депутата Народного собрания парламента Республики Абхазия. В соответствии с Конституцией Республики Абхазия, Народное собрание Республики Абхазия правомочно начать свою работу, так как на заседании сессии присутствует 33 депутата. Первое заседание Народного собрания парламента Республики Абхазия 7-го созыва считаю открытым. С приветственным словом к депутатам парламента 7-го созыва обратился президент Аслан Бжани. Глава государства поздравил их с началом работы и отметил, что готов к совместной деятельности. Избирательная кампания прошла в открытой и конкурентной борьбе. Граждане Республики Абхазия проявили высокую активность на выборах и исполнили свой гражданский долг. В составе нового парламента есть много молодых образованных людей, а также заслуженные, опытные, но не менее энергичные депутаты. Объединяет вас любовь к родине и стремление к созиданию. Уважаемые друзья, хочу поблагодарить депутатов
и руководства Народного собрания парламента Республики Абхазия 6-го созыва за проделанную работу. Деятельность Народного собрания парламента Республики Абхазия является многогранной. Это и законотворчество, и взаимодействие с другими ветвями власти, и сотрудничество на международной арене с парламентами других государств, и внутриполитический диалог в стране, и многое другое. Я, как президент Республики Абхазия, как глава исполнительной власти, готов к совместной работе. Современный мир не стал более безопасным, и мы, как часть этого мира, обязаны реагировать на угрозы, с которыми сталкиваемся. Я имею в виду прежде всего угрозы, исходящие от недружественных и враждебных стран, угрозы военного и специального характера, а также угрозы, связанные с проявлением экстремизма в любой его форме. Это реальность, в которой мы живем. Она ставит перед нами ряд непростых задач, от решения которых зависит будущее нашего государства и наших граждан. Не буду перечислять все, остановлюсь лишь на некоторых из них. Первое и главное. Необходимо предпринимать постоянные меры по укреплению и развитию абхазской государственности. Наша особенность обусловлена историческими, географическими и другими факторами, заключается в том, что только в рамках своего государства мы можем сохранить свой язык, культуру и самобытность. Наше государство – это наш дом. Несложно представить судьбу у того, кто не имеет своего собственного дома. Укрепление государственности – это прежде всего повышение эффективности работы основных его институтов, таких как вооруженные силы, правоохранительные органы и судебная система. Разумеется, это возможно только при поддержке и под контролем народных избранников. В связи с этим просил бы вас, уважаемые депутаты, в ближайшее время рассмотреть проекты нормативно-правовых актов, направленных мною в парламент, а именно более 50 поправок в УПК Республики Абхазия и проект закона о противодействии организованной преступности. Принятие решений по указанным документам с нетерпением ждут наши граждане, правоохранители и судейское сообщество. В части обеспечения стабильной политической обстановки в стране большое значение приобретает конституционная реформа, предусматривающая перераспределение полномочий между исполнительной и законодательной ветвями власти. Есть предложение комиссии по конституционной реформе, есть и другие мнения. Считаю, что от слов пора перейти к делу. Предлагаю вам, уважаемые депутаты, эти материалы изучить, все взвесить и не позднее 2023 года осуществить необходимые преобразования. Второе. Укрепление союзничества и стратегического партнерства с Российской Федерацией. Это важнейшее направление нашей с вами совместной работы. При правильном подходе, несмотря на сложности, открываются новые возможности для обычных граждан и государства в целом. В соответствии с договором от 24 ноября 2014 года основными направлениями союзничества и партнерства являются проведение скоординированной внешней политики, создание общего пространства обороны и безопасности, формирование общего социального и экономического пространства, содействие социально-экономическому развитию Республики Абхазия, создание условий для полноценного участия Республики Абхазия в интеграционных процессах на постсоветском пространстве, реализуемых по инициативе и при содействии Российской Федерации. О необходимости интеграционных процессов с Российской Федерацией неоднократно заявлял первый президент Республики Абхазия Владислав Григорьевич Ардзенба. Третье. Экономическое развитие. Экономика является основой жизнедеятельности государства. Пандемия внесла существенные коррективы в наши планы. К сожалению, не обошлось без человеческих жертв. На борьбу с этим злом государство выделило практически около миллиарда рублей и будет продолжать в дальнейшем оказывать помощь населению. Такая масштабная финансовая поддержка системе здравоохранения стала возможна благодаря
профицитному государственному бюджету, который мы получили в 2021 году впервые в послевоенной истории Абхазии. Руководством Абхазии предприняты шаги, которые, по нашему мнению, должны придать новый импульс в отраслевом и территориальном развитии. Это прежде всего реализация инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия. Мероприятия инвестпрограммы должны быть реализованы с опережающими темпами, не теряя при этом качество выполняемых работ. В первую очередь потому, что опережение сроков строительства – это возможность увеличения объемов финансирования. Запуск программы льготного кредитования российскими банками. Сейчас по известным причинам в этом вопросе возникла пауза, но мы надеемся на скорейшее ее решение. Создание условий для привлечения инвестиций, в том числе усовершенствование налоговой и таможенной систем, пересмотр контрольно-надзорных функций государства, внедрение механизмов поддержки предпринимателей, обеспечение безопасности инвесторов и их капиталов. Реализация на территории Абхазии крупных инвестиционных проектов, платежи в бюджет от которых могут быть сопоставимы с бюджетами целых районов республики. Поэтапное решение системных инфраструктурных проблем, таких как энергетика, дороги, водоснабжение и канализация. Разработка проекта газификации Абхазии, что, несомненно, положительно скажется на энергетической отрасли в целом. Реконструкция Сухумского аэропорта. С российской стороной ведутся переговоры об изменении режима работы на КПП ПСОУ. Следует отметить, что в условиях беспрецедентного санкционного давления российский бизнес перестраивается и пересматривает логистические цепочки. В этой связи у крупных российских поставщиков может возникнуть обоснованный интерес к нашим транзитным возможностям. Все это должно рассматриваться с учетом экономической целесообразности и интереса народа Абхазии. Это лишь часть планов, которые мы вместе должны реализовать. В завершении своего выступления, уважаемые депутаты, хочу пожелать вам успехов в работе на благо Отечества. Надеюсь на то, что новый состав парламента будет образцом профессионализма, законопослушания и высокой поведенческой культуры в полном соответствии с Кодексом чести Апсвара. На первом заседании сессии парламента 7-го созыва выступил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин. Уважаемый президент Республики Абхазия, уважаемые депутаты Народного собрания парламента Республики Абхазия, уважаемые присутствующие, прежде всего позвольте мне огласить приветствие председателя Государственной Думы Российской Федерации Вячеслава Викторовича Володина. Депутатам Народного собрания парламента Республики Абхазия. Уважаемые коллеги, поздравляю вас с избранием в Народное собрание Абхазии. От вас во многом зависит развитие республики, решение вопросов людей, улучшение качества жизни. Мы знаем, как тепло в Абхазии относится к России. Наши народы связывает общая история и дружба, взаимопомощь. Рассчитываю на дальнейшее расширение сотрудничества депутатам парламента Абхазии и Государственной Думы, прямой диалог по актуальной повестке, координацию в законотворчестве. В интересах наших граждан поддерживать друг друга, выступать с единых позиций на межпарламентских площадках. Желаю вам успехов и всего самого доброго. С уважением, Вячеслав Володин, председатель Государственной Думы Российской Федерации. Позвольте, уважаемые друзья, мне как другу и соседу тоже сказать несколько слов. Я прежде всего хочу еще раз подчеркнуть, что Россию и Абхазию связывает прошлое, настоящее и будущее. То, что это не просто слова, доказывают события последнего месяца. Абхазия одной из первых поддержала российскую специальную военную операцию по денацификации
и демилитаризации Украины признала Донецкую и Луганскую народные республики. От имени своих коллег хочу выразить властям и народу республики благодарность за поддержку в трудную минуту. России и Абхазии, и в этом наша общность, никогда ничего не дается легко. Наша особая признательность тем абхазским добровольцам, которые в эти дни помогают вооруженным силам России решать боевые задачи в зоне специальной военной операции, и членам семей, благословивших своих сынов и внуков на этот ратный подвиг. Позвольте пожелать вам успеха, здоровья и успешной работы новому составу парламента. Далее депутаты избрали членов счетной комиссии Алхаса Барцыц, Германа Качарава и Алхаса Хакба. Затем депутаты приступили к обсуждению кандидатуры спикера парламента. Депутат Беслан Эймурхба предложил на пост спикера парламента кандидатуру депутата Лаши Ашуба. Регламент накуршена акпи Айла Дораджо дала хруб спикер сра сизат гуларс дохуб Ашба Лаша Нукзарипа. Ашба Лаша Нукзарипа вдвоючыззама парламентача закон шокургорагана халома и пышагана халома и випшим усурта тыпкача усиухет дыханаф пиапхерача сгана гарала сра сухта гана халу хозар сра кандидатура садгул. На пост спикера Народного собрания была выдвинута только кандидатура Лаши Ашуба. Он поблагодарил за оказанное доверие. Бзера шимас абснежла рейзера депутатша, апыза министр, а министрша, ацбайша, яраубас ехапи айла параяла хузеги. И табуб херас херстахуб еха знапынцакой штасцо депутатша рджаба азыхан. Яраубас ерыдыснахлар стахуб джица парламента хинейс жла рейзера депутатша. Хератахума депутат и так хукра дарой хараку. Убрязы и взейгещет, ахюик шара, айзразра, айхзара духва. Сарас гуяна гойт, хайдгыла на усхур, успехакайшцо. Добрый день, уважаемый президент, добрый день, уважаемые депутаты Народного собрания парламента Республики Абхазия, премьер-министр, члены кабинета министров, судьи, уважаемые присутствующие. Хотел бы поблагодарить Беслана Энверовича, представившего мою кандидатуру. Считаю необходимым выразить слова благодарности депутатам 6-го созыва. 6-й созыв проделал немало работ и участвовал в качестве медиатора во многих сложных внутриполитических процессах в стране. В очередной раз позвольте поздравить вновь избранных депутатов с избранием в 7-й созыв Народного собрания парламента Республики Абхазия. В свете последних событий, происходящих в мире и вблизи от нас, хочу пожелать нам всем согласия и консолидации во имя народа Абхазии. В добрый путь, уважаемые коллеги. Затем депутаты приступили к избранию спикера путем тайного голосования. Результаты голосования озвучил председатель счетной комиссии депутат Алхас Барцыц. Протокол номер 3. Заседание счетной комиссии от 12 апреля 2022 года. О результатах тайного голосования об избрании спикера Народного собрания. Парламент Республики Абхазия. Присутствовало депутатов 33, всего бюллетеней 33, выдано бюллетеней 33, проголосовало 33, недействительных бюллетеней нет. Ашуба Лаша Нукзарович за 33 голоса, против 0. Поздравляем избрание. Хотел бы в очередной раз поблагодарить своих коллег за доверие и за отношения. Такое отношение и доверие накладывает на меня, как на руководителя парламента, дополнительную ответственность. Большое вам спасибо. Шипатусам Сахар. Далее депутаты парламента приступили к избранию вице-спикеров парламента. Прозвучали имена 4 кандидатур – Астамура Аршба, Ашота Минасяна, Фазлы Биавицба, Галуста Трапезаняна. Путем тайного голосования были избраны 3 вице-спикера – Фазлы Биавицба, Астамура Аршба и Ашот Минасян. Алика Трапш, Алексей Агухава, Михаил Братухин, Абхазское телевидение.